Путь, пролегающий вдоль массивных хребтов Алато, завораживает. Заледеневшие гребни широко раскинулись над озером Иссык-Куль, жемчужиной Кыргызстана. Конечный пункт – город Каракол на высоте более 1500 метров над уровнем моря. Город, который признан теперь считать туристическим центром. История сохранила точную дату возникновения Каракола. 1 июля 1869 был заложен первый камень в основании города. И эта дата стала считаться днем рождения Каракола, названного так по одноименной реке, на которой он расположен. Вот были 4 правила, которым каракольцы следовали. Во-первых, это было правило тополей. Но вы, как каракольский товарищ, помните эти колоннады, сейчас их нет, к сожалению, да. Вот, это было одно правило. Второе правило – это было правило кварталов. Историк и краевед Джамиля Асаналиева рассказывает, что Каракол строился как военно-административный центр на пути из Чуйской долины в Китай. Город застраивался деревянными домами и был одним из самых ухоженных селений дореволюционного Кыргызстана. А еще Каракол называют первым русским островком в Кыргызстане. Он был основан переселенцами из России, поэтому влияние русской культуры тут чувствуется намного больше, чем в других поселениях Иссык-Куля. Здесь же, в Караколе, погиб известный путешественник Николай Михайлович Пржевальский. Похоронен он на берегу Иссык-Куля в 12 километрах от города. В октябре в 1888 году Николай Михайлович Пржевальский, следовав с экспедицией из Пишпека, нынешней столицы Кыргызстана, в Каракол, заразился брюшным тифом, выпив воду из реки Чум. Спустя пару недель по прибытию в Каракол он скончался и по его завещанию был похоронен здесь, на берегу Иссык-Куля. Есть фотографии, где видно, что могила находилась всего в нескольких метрах от воды. Он же по завещанию сказал, что непременно на берегу Иссык-Куля, чтобы не размыло водой. Вот здесь прям близко, вот видите, видно уже. С тех пор сколько отошло. Это еще в 20 веке. Которые были построены, они уже позже, когда вся вода дошла, они построили, да, вот баржи. Дома, вот, которые на берегу. Дома потом уже, да, потом уже, когда уже поселок был. Вот здесь тоже видно, вот видите, вот там берег. Самая его первоначальная могила. Рядом с могилой путешественника открыт мемориальный музей. В нем собрана экспозиция из личных вещей Пржевальского. Вот здесь он собирает богатый этнографический материал о жизни монголов, не только географические и метеорологические исследования. Вот с таким паспортом путешественники путешествовали. Вот перед вами панорама Лхаса. Вот сюда великий путешественник мечтал попасть сюда. Вот здесь дворец Далай-ламы. Через год после смерти указом императора Александра III город Каракол был переименован в Пржевальск. А через 5 лет, в 1894 году, открылся этот памятник высотой почти 8 метров. Скала из серого гранита стала символом города и суровой природы Азии. Глыбы для памятника везли из ущелья Аксу, что в 20 километрах отсюда. Сейчас дорога туда занимает всего 20 минут езды. Аксу в переводе с кыргызского означает «белая вода». Раньше это было поселение, где жили в основном русские и украинцы, которые дали ласковое название поселку Теплоключенко. Здесь отовсюду бьют термальные воды, горячая вода льется даже из скал.
Здесь нет фешенебельных отелей и спа. Термальные источники проведены вовнутрь покосившихся домов прошлого столетия. А радоновая вода в бассейнах под открытым небом – рай для неискушенного туриста. Декабрь. Мы купаемся. Вокруг горы и много снега. И это Кыргызстан. Это восхитительно. Особенно если ты турист из Чехии. В глухом лесу нет ни единой души. Недавно этими местами заинтересовались бизнесмены. Хотели построить горнолыжную базу и отель. Но что-то не срослось, и проект свернули. Пока здесь по-прежнему хозяйничают браконьеры. В самом поселке Аксу от былого прошлого осталась водяная мельница, история которой началась еще в 19 веке. Здесь торговые пути шли через Санташ и на Рынкол в Китай, и потом через Барскаун в Китай. Вот чтобы эта зона была под охраной, сюда постоянно, вот недалеко от нас, буквально в полкилометре, отправляли с Верного казачьи наряды. Ну, то есть своеобразные казачьи подразделения для охраны. Но чтобы вот эти заезды и отъезды не были постоянными, решили построить здесь казачий кордон. До недавнего времени эти места были заброшены. Сергей Мищенко выкупил участок, восстановил мельницу и собрал уникальную коллекцию редчайших экспонатов. Вот этот сундук тоже, ему больше 100 лет. Тут даже остались надписи. Вот это если убрать, фотографии царского времени. Вот тут просто просматривается. Тут вот и деньги я видел, вот царские, и вот такие вот фотографии, вот, допустим, вот эта часть, да, она вот, посмотрите, это какой-то сбор крестьян, ну, до революционной России еще. Этот сундук, если верить ее надписи, он 1914 года. Водяная мельница, сохранившаяся до наших дней, единственная в своем экземпляре. Пусть даже слегка модернизированная, она не перестает быть, как и 100 лет назад, самой надежной. Сохранилась даже деревянная маслобойня, в которой до сих пор выжимают масло по старинке, исключительно из натуральных трав – сурепки, рапса или горчицы. Здесь был пустырь, открытое место. Есть фотографии старинные. И вот этот винт, он стоял примерно на вот этой гайке. Вот эта гайка чуть дальше была. А тут была ниша такая. Ниша и приспособление для того, чтобы лошадь по команде мельника в одну сторону опускала бревно по винту, в противоположную сторону по команде мельника она поднимала это бревно. Опускала и поднимала лошадь. Гидравлики не было тогда, только лошадью это бревно поднималось. Рядом с мельницей возведена гостиница из сосен и настоящая русская баня. Теперь деревянный двор стал первым туристическим объектом в поселке. В целом в этих краях туризм стал очень популярным занятием. В прошлом промышленный каракол теперь принимает отдыхающих. Главная достопримечательность в зимний сезон – горнолыжная база, всего в 10 километрах от города. Какой размер? Так, у меня размер 40. 40-й, да? Ну, 7-й размер. 7,5. Лыжные походы, как правило, начинаются отсюда, в офисах, где арендуется снаряжение. В городе таких пунктов несколько. Здесь за относительно невысокую плату экипируют, а при необходимости инструктируют. Каждый оставшийся довольный клиент – потенциальная реклама, поэтому приходится биться за каждого посетителя. Как в этом году? Туристов много? Снега не было, снег только недавно жил. Ага. Ну, средний поток, сейчас уже более-менее. Дорога до горнолыжной базы из города занимает 20 минут. Вверх по ущелью в самую гущу еловых лесов. На высоте почти 3000 метров снег лежит даже в самые теплые зимние дни. Горнолыжная база – наследство советской эпохи. В начале 2000-х территория перешла в частные руки. Инвесторы вложились в капитальный ремонт и теперь принимают иностранных гостей. В Караколе красиво и недорого. В Америке раза в 4 дороже обойдется такой отдых.
Иностранцы уверены, что Каракол – идеальное место для тех, кто не ищет роскоши. А после ослабления национальной валюты сома путешествовать по Кыргызстану стало еще дешевле. Но местным жителям цены бьют по карманам. На 3 человека где-то 1020 – это с дорогой, с проживанием, с питанием. Это очень дорого все-таки, потому что само снаряжение дорогое, брать в аренду, мы со своим снаряжением ездим. Из-за высоких цен по местным меркам жители Каракола оказались практически лишены возможности отдыха. Владельцы курортов взвинчивают цены, а обещания властей построить новые горнолыжные базы пока лишь остаются обещаниями. Курортный Каракол живет сезонной жизнью. Летом жители встречают пеших туристов и альпинистов, зимой горнолыжников. Открываются отели, гостевые дома, рестораны, в моде интерьеры европейского стиля. В городе Каракол я занимаюсь SMM-продвижением через медиа-инструменты, чтобы положительно повлиять на туризм города и в то же время делать какие-то интересные туры вокруг Каракола, Иссыкуля и Кыргызстана. Ибраим Алмазбеков – начинающий SMM-специалист, занимается продвижением бренда «Каракол» через социальные сети. Бизнес в туризме, говорит, перспективный, но и он не бывает без рисков. Очень много проблем, которые нужно решать. Электричество – это уже большой вопрос, потому что до сих пор отключают, особенно в моем районе. Бывает месяц, несколько раз, часто бывает. Отключают на 2 часа, потом на полдня. И мы часто звоним им, иногда не берут телефон. Я думаю, это тоже большая проблема, которую нужно тоже решать, потому что свет, это энергия, это очень важный ресурс, можно сказать. Особенно в сфере обслуживания, туризма, особенно для гостиниц. Государство редко присутствует в жизни каракольцев. Раз в 20 лет частично строит дороги, еще реже реставрирует памятники архитектуры. Наглядный пример того, что мы видим, от того, что крыша течет, к сожалению, все протекает, и здание становится уже аварийным. И очень печально смотреть на эту картину. Все власти об этом знают, но пока средств не выделено. Мы надеемся, что наши депутаты городского Кенеша выделят финансовые средства на будущий год, 2019 год, к 150-летию города и отреставрируют хотя бы один дом, хотя бы одно здание. Ветхое здание – первая женская гимназия в республике. Здесь, как и прежде, готовят учителей начальных классов, с той лишь разницей, что трещин в стенах стало на порядок больше. Также хотелось отметить, что наше здание очень уникально тем, что здесь училась мама Чингиза Айтматова. Наш город, он основывался как город-сад, и каждый житель должен был возле своего дома высадить тополя, деревья. Каракол когда-то считался самым зеленым городом в Кыргызстане и славился своими серебристыми тополями. Сегодня от былой славы практически ничего не осталось. Тополя защищали наш город от ветров. Это действительно так. И сейчас у нас очень мало осталось вообще в целом зеленого фона города. То есть в основном это елки, сосны и все. И у нас усилились очень сильные ветра. И вот последствия сильных ветров мы можем увидеть здесь. То есть ворота стояли, Были большие ворота. Да, были очень большие ворота. Здесь были калитка, заходишь, и ворота. То есть с резными деревянными наличниками. И от сильного ветра они просто рухнули. Анастасия Стыценко – глава движения по охране исторического наследия города. Недавно провели выставку, посвященную утраченным памятникам Каракола. А еще организовали благотворительный концерт. Собранные деньги хотят потратить на реставрацию старой весовой на центральном рынке. К сожалению, многое из прежнего облика города безвозвратно утеряно. Поэтому особую ценность представляют памятники истории и культуры, которые уцелели. В городе оказалось достаточно людей, неравнодушных к старине. Они уверены, что важно не только сохранить историю, но и не испортить памятники.
Главный корпус педагогического училища – купеческий дом, построенный первыми русскими переселенцами в XIX веке. Сотрудники показывают, как на бюджетные деньги провели реставрацию. Делали реставрацию, но, как видите, очень плохо. Провели тендер, выбрали компанию. Сейчас с ними судимся. Косметический ремонт с побелкой и установкой деревянных окон подрядчики оценили почти в $20 тысяч. Получив деньги и не закончив объект, они просто исчезли. Завершали ремонт в колледже всем коллективом за собственный счет. Благо, что это здание относится к колледжу. Хоть как-то пытаемся его сохранить. То крышу перекроем, то побелим. Напротив училища расположена старая православная церковь, построенная без единого гвоздя. Правда, чаще прихожан храм посещают туристы. Это наша Тихвинская икона чудотворная. В нее там и стреляли, и там и следы от пули есть. Где? А вот здесь вот. Вот они. Церковь пережила войны, революции, эпохи коллективизации и приватизации. По-моему, в 30-е годы его забирали под клуб, по-моему, под что-то. Потом в 60-е забирали под спортшколу. Вот здесь, вот, да, когда я в нашем детстве, здесь была спортшкола. Зал борьбы, там вот это все. Потом вот в конце 80-х его снова возвратили. Мечеть построили в 1909 году. Раньше, во время Советского Союза, когда запрещалась религия, мечеть использовали складом. Благо, она сохранилась. Еще одна гордость Каракола – вековая мечеть в стиле буддийской пагоды из дерева и тоже без единого гвоздя. Конструкция держится на деревянных колоннах, а фасады украшены ручной резьбой. Строительством занимались дунгане, прибывшие в Кыргызстан после неудавшегося восстания в Китае. 48 колонн. В общей сложности 48 колонн. Все они стоят на камнях, которые были изготовлены русскими. Мечеть строили все жители города. В этом городе срослись не только архитектурные стили, но и религия, языки и обычаи. Христиане тесно живут с мусульманами, русские строят семьи с кыргызами, и многие отлично говорят на двух языках. Я закончила педагогическое училище, филологический факультет кыргызского языка, но ни дня не проработала учителем. Это то, о чем я сожалею до сих пор. Людмила Петровская говорит в основном на кыргызском и пишет стихи о родном крае. Периодически печатает книги малыми тиражами на свою скромную пенсию. Несколько стихов посвятила президенту. Будь здоров, держи крепко в руках независимость Кыргызстана. Спасибо, что повысил пенсии. Поздравляю с Днем государственного языка. Пока книга готовилась к печати, в стране сменился президент. Теперь с творчеством временно покончено. Пенсионерка решила копить на ремонт однушки. В дом она постеснялась нас пригласить. В прошлом году в феврале умерла единственная дочь. Долго болела. Всю свою пенсию отдавала ей на лечение. Теперь вот буду копить на ремонт. Ведь у кыргызов всегда должны быть открыты двери для гостей. Так что в следующий раз я обязательно вас позову домой в гости. Каракол живет размеренной жизнью, сохраняя провинциальный колорит. После развала Союза в городе чего только не банкротили, а люди выживали торговлей. Спустя 2 десятилетия тут практически ничего не поменялось. Я вообще учительница. А, да вы что? Да, на пенсии сейчас. Я когда первый раз вышла торговать, ой, мне было стыдно, я одела очки. Фирма «Стрекоза». Рахиля продает на рынке ашлянфу – визитная карточка Каракола. Холодная закуска, тесто с острым соусом и крахмалом. В каждом маленьком кафе у каждого повара свой кулинарный секрет этого блюда. Например, вот этот уксус, чтобы сделать, я сколько лет эту формулу выводила, плюс немножко того, не досыпешь, не доложишь, уже не получится. Первыми ашлянфу начали готовить дунгане. Так называют в Центральной Азии китайских мусульман. В 20 километрах от Каракола расположено их селение.
Нушур Шафурович, или на китайский лад Люк Ли, хранитель музея в дунганском поселке Ирдык. Его предки переселились сюда в конце XIX века после кровопролитных восстаний мусульман против цинской династии Китая. Нас в Центральной Азии нас называют дунгани, а в Китае нас называют хуйцзю. Китайцы сами себя называют ханьцзю, а нас, дунганов, они называют хуйцзю. Это есть китайские мусульмане. Отличительная черта от китайцев: дунгане носят на голове небольшие шапочки, а женщины – платки, и говорят на своем наречии. Обычаи и традиции заимствованы у китайцев, за исключением пищи. Здесь строго по предписаниям ислама. Это у нас называется параварка лун. Вот. Для свадебных угощений. Пампушки готовят? Не пампушки. Его делают именно, когда у нас проходит свадьба, дунганская свадьба, и с помощью этой пароварки делают свадебное угощение, которое называется щи. Щи состоит из 8 блюд. Наследники китайской культуры привнесли в кухню кочевников настоящую роскошь и остроту. До сих пор дунгане держат в секрете готовку домашнего уксуса. Сделанный уксус я могу показать. Да. А вот как он делается, я могу только рассказать. А так он, видите, его, там, да? Да, нельзя его. В этих бочках. Да. Даже нам посмотреть нет. Даже издалека. Мы сами это, если делаем, и то это надо делать омовение, все чисто надо все это делать. А иначе так, уксус не получится. Он очень капризный. А вот сделанный уксус вот. Секреты приготовления уксуса передавали из поколения в поколение, но зная даже рецепт и алгоритм, приготовить уксус может далеко не каждый. На целый поселок всего 2 мастера, и один из них Абдулла. Затрамбовал, и он должен стоять минимум год. Меньше года он цвет не тот, вкус не тот. Цвет желтый такой, и кисловатый он такой получается. А когда он свой срок набирает, у него цвет появляется черный. И вкус тоже. Дунгане в Кыргызстане всегда отличались трудолюбием. Осваивая поля, они учили кочевников земледелию. Прожив не одно поколение бок о бок с кыргызами, многие считают эти края своей родиной. Издавна проживали и татары, и узбеки, и уйгуры, и дунгане. Вот со всего Союза сюда привозили инженеров. И сейчас, конечно, их меньше от русскоязычного населения, но сам город остался таким толерантным. Закатом Каракол окутала тьма. Город замер и словно задремал. Прожив несколько дней в Караколе, понимая, что это отличное место, куда можно бежать от суеты мегаполиса. И этот самый восточный край Кыргызстана не зря называют «маленькой Швейцарией».